Первый завтрак. Нас тут встречают. Почему суп-то есть утром? Я хочу кашу. Нам теперь надо найти полотенце. Температура воды 27. 27-30. Остров Ханьянь, он военный. А не то у тебя будет арест на 15 суток. Ну все, вступаем. Ну уж посмотрим. Все по-русски, да? Принесли пирог. У Нютки аппетит резко пропал. Мы кокосы увидели. Не вот эти. Вау, как красиво. Ну, крутанись вокруг своей оси. О, у тебя прям волосы горят. 7 вечера. Мы дошли до манговых плантаций. А, и для взрослых даже, для Биг. Настоящий Макдональдс. Какой вкуснее кокос покупать? Кальмар на листовой железе. Это лягушки. Папа тут навыбирал. Покажи, что там навыбирал. Все начинается с кофе. Водичка. Фруктовый чай. Лимонад. Просто горячий чай. Кипяток. Дальше пошли фрукты. Я вчера пробовала. Тут сэндвичи можно жарить. Масло, варенье, джемы, хлебушек. Сок апельсиновый, персиковый, чистое молоко, горячее соевое молоко, сахар. Точно, я же на кашу вчера семечки положила. Что у нас? Ой, я овсяную не видела кашу. Мед. Каша, пшеная тыква. Лучше бы я ее взяла. А я взяла так, то шарики с молоком. Не знаю, что такое. Грибная куриная каша. Первый раз такой. Вот, я белая рисовая каша взяла. Блин, я не видела, что там тоже каша. Так, тут тоже кофе можно брать. Это какие-то яичные тартарки. Пироженки. Пирог, круассан, с ветчиной, пончик. Йогурты с клубникой, овсянка. Йогурт натурального вкуса. Вот этот вкусно тоже взять. Тут пошли сэндвичи, нарезки всякие. Вот она капустка, блин. Вот ее надо было тоже взять. Так, всякие соусы, салатики, помидорчики, огурчики, оливки, бобы, нут, сыр, колбаска. О, даже оливье, ничего себе. Картофельный салат называется. Греческий салат. Вот рассмотрите, то сама-то не вижу. Холодные десерты тут. Интересно, что это такое? Даже не понимаю. Персики. Это какие-то сливы, яблоки. Такое ощущение, как будто они замаринованы или в перце. Не пойму. Тут пошли горячие блюда. Палочки из теста, десерт, какие-то шарики. Креветки сушеные, томатный соус, кинза, зеленый лук. Здесь тофу мамба, овощная лапша, жареный рис. Это еще не все. Дальше вот я люблю тут брать яичница. Сосиски, томленые помидоры. Вова опять там. Вот эти взяла. Это я сейчас ночные стрелки взяла. Господи, тут только сейчас почитаю. Морковку я сейчас взяла. Штучки вкусные.
здесь набираешь эти вот эти штучки, накладываешь себе, а потом тебе наливает бульон. Ты же вроде брал суп, нет? Повторно, что ли? Повторно? Ты уже съел? Соседи там, где кофе наливают, вот там. Свежая душа. Короче, очень много всего. Собери свою лапшу, называется. Вот. Такое меню. Пончики, всякие вкусняшки у них. Ой, короче, еды много. Голодным тоже не останешься. Так, Анютка у нас еще не пришла. Мы ей сказали, приходи. Знаете, сколько время? 8 утра. Это по-китайски. А по-российски это, Вова, сколько? 2, 3, 4, 5, 6, 7. О, Анюта, я тебе звоню. Сказать, где мы. Время 8:20. Я тут самая первая сижу. Эти вентилятор. Духота неимоверная. Сегодня у нас будет обзорная экскурсия по Саньи, что ли. Если честно, не знаю. Она у нас бесплатная сегодня. Вот. Ждем. Ну, я уже не первая, еще подошли. Наверное. Не знаю. Нет. Подушка на голове. Понятно, она прилетает или улетает. Сейчас мы сходили, позавтракали. Аня с Вовой пошли в номер. Вова там телефон на зарядке был. Он никак не может к часовому поясу переделаться. Говорит, сегодня говорит, в 3 говорит, проснулся утра. И говорит, не уснуть ничего не могу. Вот просто лежал. Бубнит, ходит. Говорит, какая экскурсия? Еще и бесплатная. Говорит, не бывает бесплатных экскурсий. Говорит, по-любому, говорит, денег отвалю. Не знаю, надеюсь, дойдет до комнаты, не уснет. Вчера мы ездили в тибетский медицинский центр. Тоже у нас, мы, главное, не просились, когда в отель ты приезжаешь, тебе уже как бы, экскурсии рассказывают, там правила поведения в Китае, вообще, что можно, что нельзя делать. Вот. И уже автоматом всех записывают, например, вчера в 14:30 у вас поездка. Медицинский центр Тибет. Она бесплатная. Вам сделают диагностику. Захотите, вы там останетесь. Что-то еще процедуру доделать. Не хотите, все, вас обратно привезут в отель. Мы поехали. Вот. А там как определяет диагностика? Тебе давление измеряют. Потом тут что-то 3 пальца она прикладывает. Тут 3 пальца прикладывает. Язык показываешь. Вот. И она говорит, что у тебя. Вот. И когда мы приехали, еще когда сидели там, мы сидели, семья, еще семья сидела, я подхожу и говорю, нам долго ждать, есть ли у нас время погулять по территории. Они, может быть, меня не так поняли, или, может быть, чтобы я не волновалась, что там прихожу, сколько мне ждать, типа, да? Они нам предложили 2 бесплатных массажа по 20 минут. Говорит, вы хотите? Та семейка такая, нет, мы не хотим. А я такая, я хочу. А я тоже хочу. И вот эти 2 массажа мы себе забрали. Блин, классно, нам так с Анюткой понравились. Вот эти 20 минут массажа. Круто, конечно. Вот, и когда уже диагностику прошли, и они сказали, что нам в Вове, как бы желательно по меридианам делать массаж, а нам с Аней массаж, как он называется, массаж, не терапия, короче, по позвоночнику именно пройтись вот так вот. Ну, мы с Аней согласились. Это стоит 400 юаней. Каждый массаж. Он длится 45 минут. Мануальная терапия называется. Вот, вначале ложишься. Классно делают. Очень понравился. Там тебе и руки выдергивают, так всякое, и ноги также, голову. У меня вчера вставил 3 позвонка. У меня, кстати, шея болела, видимо, в
коды, такие подушки были плохие. И знаешь, что мне вообще трудно было, ну, тяжело спать, и мне потом так шея болела. Все, он мне все позвонки вставил, вот так вот, вот так со всей силы, так раз, головой. И у меня просто хруст стоял. Все, у меня шея идеальная. И вот на этом месте, вот где вот бретелька от лифчика, у меня тоже уже, ну, побаливала давно уже, всегда Вову просила массаж делать. Сядем там. Он мне тоже там вставил позвоночник. У меня, оказывается, позвоночник там просто тоже. Я ему ничего не говорила, кстати, где что-то у меня болит, там шея, еще что-то, вообще не говорила. Это они сами так все определяют, вот так вот руками. И вставляют. Я, конечно, в шоке, я очень довольна. И вообще никаких этих 400 юаней не жалко. А они спрашивают, говорю, Аня, говорю, что тебе, говорю, ну, что-то хрустело у тебя? Он говорит, нет, говорит, меня ничего не хрустело. Но я так же вот эти все вот эти руки вот так вот заламывали, ноги так же. Говорит, нет, говорит, мне не было хруста. То есть у Ани все, ну, хорошо. Но ей тоже очень понравилось. Как я наговорила, она уже на 5 минут. Я вообще-то, это не мой контент. Если что, пишите, я не буду больше такое вставлять. Я просто жду Вову, Аню, всех жду, и вот с вами пообщалась, поделилась. Будем делать, что мы будем смотреть. По ходу дела я все подробно буду про это рассказывать. Пока самая важная базовая информация. Значит, меня зовут Вероника. Запомните, пожалуйста, вы у меня называетесь группа Вероники. Если кто-то где-то потерялся, что-то непонятно, нужна какая-то помощь, стоим в центре комнаты, орем группа Вероники. Молодимся, мы поедем с вами, попьем чаек. У нас с вами будет чайная церемония, мы попьем высший сорт чая, это первый, второй сорт. У нас с вами будет именно что чайная церемония, то есть нас научат, как правильно заваривать чай, как правильно пить чай. Положение рук императрица, положение рук император. В обязательном порядке надо уметь правильно держать свою пиалочку. Домой потом поедете после Китая, гостей созовете, и будет у вас своя чайная церемония, где вы будете учить, как правильно держать ручку. Третья локация у нас будет исследовательский центр. Там у нас с вами будет возможность пройти в зал дегустации. Мы с вами подегустируем сушеную рыбку, всякие там каракатицы, какие-нибудь кальмарчики, все сушеное. Пива сушеной рыбки не будет. Сразу вас расстрою. Да, мы едем оздоравливаться, не выпивать. Выпивать, потом скажу, где еще можно. Обязательно попробуйте супчик с морскими гадами всякими, особенно там с багровыми водорослями и с крилем, очень полезный. Также там у нас будет зал дегустации сладостей. Ну и последняя локация, куда мы с вами поедем, она территориально снова находится в бухточке Саньябэй. То есть вот, грубо говоря, вернемся к тому, с чего начали. Там у нас находится музей шелка, одна из моих самых любимых локаций. Там у нас будет возможность полежать на шелковых подушечках, укрыться шелковыми одеялками, отдохнуть. Да, девочки, нас встретит сотрудница фабрики, это представительство фабрики города Санья. Некоторые гости наивно полагают, что только бухточка Саньябэй является городом Санья. На самом деле не совсем. Просто Саньябэй самая большая центральная бухта. Собственно, клиника, куда мы с вами сейчас заедем. Там в основном все написано на китайском, но для наших гостей даже сделали на русском языке. Если заметите, там сверху написано, что да, государственная клиника китайской традиционной медицины номер 1. Саму клинику, да, мы посетить, ну, все этажи не можем, только 4-й, как я сказала. Государственную аптеку традиционной медицины. Много из того, что вы увидите, это медикаменты, которые используют именитые врачи Китая в каких-то серьезных процедурах. Мы с вами тоже можем чем-то намазаться, полечиться и прочее. Там невероятно интересно. Все можно потрогать, омолодиться, намазать, выпить. Используйте эту возможность, потому что очень мало групп могут сюда заехать, буквально 2-3 в течение дня. Тут в бане вышла. Ага. Сейчас будем папу омоложать. Омолодим тебя. Что-то все платно туда мы едем? Цирк молот. Очень вообще, да.
Нас встретили, не знаю, выдали вот такие номера. Куда В государственном госпитале Санья. Государственный уровень. Центр из 3 блоков у нас состоит. В блоке С проходит диагностика, обследование. В блоке Б уже лечение. У нас здесь та продукция, без которой не обходится жизнь, она питается уже 5000 лет. Поэтому давайте уже у них, наверное, подарим свое кольцо. Вот, чтобы нам жить долго и счастливо. Может, кого-нибудь узнаете? Там по-русски написано. Ну, пойдемте, друзья. Что вы, президент? Лечите. Здесь не различают. Вон медведь молодой. Сама, потому что это надо поставить. Август 2006. Двигаемся тоже мало. Полдня в пробке провели, на работе, понятно, домой пришли, на диван упали. А китайцы в парк бегут, песни петь, танцевать. Вот откуда сила, откуда энергия. Вот сейчас все расскажу. Ладно, китайцы китайцами, у них своя жизнь, организм у всех одинаковый. Поэтому любого китайца спросить, чем он поддерживает, укрепляется на здоровье. Они все перепробуют. Все, что движется, плавно, летает, растет. Он усиливает эректильную функцию, репродуктивную функцию. На качество продукта очень хорошо влияет, из которого дети получаются. Вот, способствует зачатию. Но и женское тоже, гормональные какие-то сбои, менопауза, общее настроение, состояние. Здесь он, конечно, в этом очень хорошо помогает. Контроль сахара, обмен веществ. Регулирует уровень глюкозы и инсулина в крови. Представляете? Жэйшэнь, о котором мы говорили, есть жидких экстрактов, вот, есть вот корешки вот такие, ринжи, гриб, вот, из порошка, из капсулы, пожалуйста, о котором мы с вами говорили, продукт. Вот, эцзяо, есть в пасте, есть в снеках, есть вот такой. Ну, я хоть стал с возрастом подслеповат своим 50, но вижу невооруженным взглядом явно изменения в лучшую сторону. Да? Порозовело, очистилось. Ну, такие же процессы будут происходить и в нашем организме. Яо. И асан. Слово заговоренное. Ладно, пусть природа занимается своими естественными процессами. Смотрите, как женщина работает вообще. Кстати, ваша лоб сильно отлуп. Или на голову помочь? Если там порядка, голова не болит, жак. Он очень горячий, да, там не знаю сколько градусов. И что с ним делать? Ну, 380 рублей. Грызть, сосать. Это только для них? Супчик. Вот, смотри, подарок. Тебя Миша просил что-то для дома. А он не поверит, что это. Это же эта серия, это просто защитное ограждение, понял? А, то есть мы не видим, как у них стройка идет? Нет, дом внутри все строится, по мне это будут снимать. А, это они будут убирать, чтобы никто не видел, какой дом, Да. что ли? Ну, как бы, заграждение, как бы, понимаешь? Ничего себе. Вообще, чтобы, наверное, чтобы грязь не летела, чтобы не было мусора, чтобы не было чего-то защиты. Мне кажется, вот по типу унитет домой, понимаешь? Типа такой бы. Даже проще, чтобы пыль какая-нибудь там налетела. И обратите, пожалуйста, внимание, дома, деревья. Их историю я расскажу вам, когда мы уже будем возвращаться сюда, да, в бухточку Саньябы. Пока можете пофотографировать, потом тоже будет на них красивый открываться. Изюминка. Это, как я сказала, территориальный центр Саньябы. Сейчас заедем на центр Дагунхай. Так вот, мы с вами отдохнем, попьем чаек. Пить мы с вами сегодня будем высший сорт чая. Это первый. Сегодня попьем только несколько видов. Все виды китайского чая не распробовать, наверное, даже целый день сидеть и пить. Все виды все равно не распробуйте. Мы сегодня с вами будем пить белый, красный, черный, зеленый и бирюзовый чай. Про бирюзовый чай, не знаю, слышали вы или нет, это самый редкий вид чая.
Как я говорила, китайцы все самое лучшее оставляют в своей стране. Вот бирюзовый чай это как раз про это. Самый знаменитый в Китае бирюзовый чай называется «Наложница императора». Это чай, который придумала последняя императрица Китая Цixi. В истории Китая было очень много легендарных женщин, которые сыграли большую, прям значимую роль в его развитии, культуре. И Цixi была одной из них. Она была наложницей, далеко не из самой богатой и успешной семьи, а как раньше выбирали, да, наложниц дворец императора, выбирали именно по статусу ее семьи, не по красоте, не по каким-то другим признакам, только ее семья. Но Цixi была обычной простой. Так уж сложилась ее жизнь, что она стала императрицей всего Китая, самой великой империи на тот момент. Похоронила мужа, похоронила детей и стала править сама. Так вот, она придумала такой чай, в составе которого меньше всего кофеина. Это бирюзовый вид планируется. Но дыня может созреть, а пуэр надо вести хотя бы лет 5 тогда на машине-то, чтобы он созрел. Едем, и пальма Мы с вами у нас сегодня попробуем скребется в автобус. 12-летний пуэр, в нем очень много кофеина, заранее предупреждаю. Если есть гости, которым нельзя кофеин, тогда пуэр даже не дегустируйте. Мы попробуем пуэр в чистом виде и попробуем пуэр с молоком. Это древний китайский рецепт, очень вкусный напиток, розовый какао его называют, обязательно подегустируйте. Вообще китайцы чай не сахарят, но мы с вами сегодня попробуем сладкий чай. Сладкий чай у нас будет алеющий восток. Это чай, в составе которого личи. Очень вкусный. Вообще к нам сюда, на гору Уджишан, это священная гора, где находится чайная плантация, и она единственная чайная плантация в городе Саньян. Так вот, на эту гору Уджишан к нам приезжал сам Си Цзиньпинь, и вместе с девушками этноса Мяо собирал этот чай голыми ручками, и собирали они как раз таки алеющий восток. В свое время это был любимый чай Мао Цзэдуна, в составе которого личи, как я сказала, мы с вами его тоже попьем. Так вот, весь чай, который мы будем сегодня с вами дегустировать, история этноса Мяо, потому что приехал сам председатель, собирал этот чай и назвал этот чай самым чистым в Китае за счет того, что здесь очень чистый воздух у нас на острове. Мы сейчас с вами находимся, это территориально центр Дадунхая. Прямо сейчас будем двигаться, и не доезжая до торгового центра Ананас находится наша чайная церемония. А потом, когда поедем уже в исследовательский центр, он как раз находится уже проезжая торговый центр Ананас. Предупрежу вас, что здесь, на Дадунхай, большое количество военных баз. Дадунхай — это первая бухточка, которой начали жить вообще, где начал базироваться военно-морской флот, где начали строить базы, где начали жить военные. Их очень много, этих баз. Так вот, эти базы ни в коем случае нельзя фотографировать. Мы будем с вами проезжать. Пожалуйста, воздержитесь от съемки. Оно может и кажется, ой, я в автобусе, кто меня заметит? Заметит. В Китае камеры на каждом углу. На 3 человек приходится целая своя камера, поэтому не переживайте, вас снимают. Улыбаемся и машем. В Китае камеры на каждом углу, делается это ради безопасности ваших личных вещей и в целом. Мы сейчас проезжаем с вами так называемую улочку баров. Со всех сторон тут такие небольшие заведения. Также здесь находится ресторан «Долфин», если знаете, может, слышали, с левой стороны. Если ищете место, где можно погулять, что-нибудь покушать, да, вечером время интересно провести, вот на этой улочке, собственно, можно все это поделать. Это центр Дадунхая. Выход к пляжу здесь очень близко, особенно вот с отеля «Южный Китай», где у нас будет сейчас проходить чайная церемония. Тяжелые вещи вы можете оставить в автобусе. С правой стороны у нас сейчас как раз будем заезжать на чайную церемонию. Обратите внимание, площадь и видно море. Вот на вот этой площади, которая с правой стороны находится, каждый вечер у нас танцуют китайцы. Китайские пенсионеры это дело обожают вечером танцевать просто. Собираются друзьями по 20, по 30 человек в группке и начинают танцевать. Это считается самый лучший метод оздоровиться вечером, тем более при друзьях, потом сходить вместе покушать. Китайцы в этом плане вообще замечательная мотивация. Встретить пенсию в Китае сразу возрастает в 4-5 раз, когда вы все это видите. Зачем тебе, Вероника, на автобус еще сидеть? Где вот тут? Зачем тебе? Здравствуйте.
Здравствуйте. Здесь мы будем пробовать. У нас всего 7 видов чая, которые обладают лечебными способами. Но не надо промывать. Почему? Потому что красный чай, высокая температура ферментирования чая. Черный чай, белый чай, он всегда... Мы сейчас пьем вот эти палочки заваренные. Вот как будто воду пьем, но на самом деле очень сильно вкусно. Еще внутри содержать витамин побольше, поэтому высшего сорта чая полезен для здоровья очень хорошо. Это самые молодые, самые свежие, самые высшего сорта чая. Он самый любимый чай, это самый хороший вкусный чай. Красный чай, когда заваривается, запомните, ребята, не надо промывать. Почему красный чай не надо промывать? Потому что здесь мы уже 4 вида чая попробуем, какой чай вам побольше нравится. Красный, да, черный. Давайте попробуйте. Так. Раз. Три. Чай, когда вы уже все выпили, потом сидите прямо Так, я не вижу, где раз, два, три. отдыхаете. Вы почувствовали, что немножко Где раз, два, три? остался именно это высшего сорта чая. Вы загадываете чай именно. Вкусненько. Это Попробуйте дикая его с роза. молоком. Вы дома пьете чай с молоком? Не пьете, да? Давайте здесь попробуйте, сравните, какой вкуснее, с молоком или без молока. С молоком Давай. вкуснее, да? У нас здесь молоко сухое, коровье. Это мы Еще все берут пробовали. а опять все можно хранить. Сейчас вы видите, у нас информация, если рацион, как завариваться на русском языке. Я вам Мне вот даю эти на больше память, понравились. понятно. Смотрите, Роза. выбирайте, какой чай вам нужен. Отправят либо на диагностику сразу, либо сначала в зал дегустации. Что касается зала дегустации, он разделен на две части. Первый зал – это зал дегустации морепродуктов, второй зал – зал дегустации сладости. Что касается морепродуктов, я уже говорила, все, что красное, острое, они в свободной продаже по городу. Что касается сладости, обязательно подегустируйте, на подарки возьмите, там самые дешевые цены. С правой стороны, обратите внимание, торговый центр «Ананас». Это мы сами территориально находимся в центре бухточки Дадунхай. Как только этот бедный ананас не называли, и мандарин, и апельсин, и банан, но это все-таки наш ананас. 143, да. Так, группа Вероника, смотрите, пожалуйста. Мы с вами сначала пройдем в зал дегустации, он находится на втором этаже. Сначала идут морепродукты. Зал дегустации. Здесь исследуют акул. Это единственное животное, которое не болеет раком. Аня, как будто в будущем каком-то, да? Кто ракатится? Вот тут? Кальмара. Кальмара. Да, вкусно все. Мне нравится. Мне кажется, все одинаковое. Вот. Мне кажется, они на вкусе все одинаковые. Он говорит. А, Вова, Вов. Такой интересный вкус. Он просто чем-то в соусе. Рыба-голова. Надеюсь, у меня будет несварение. То есть, о господи, сколько перца. У меня уже все перемешалось.
Тут же конфеты. Мгм. 其实莫尔菜吃多了也是很腻的。多了也腻。 Что это? Кокосы. А, кокос это? 这里比了一下，可以没事。对吧，大大？ Нормально. Выход там. Здесь конфетка. Да, это морская капуста. Это. Что-то типа такого зеленого. Ну как? Мы сейчас будем дегустировать мясо катрановой акулы. Мясо акулы, кусочек бомжов. Нашли? Еще раз повторяюсь, мясо катрановой акулы, прослойки с кунжутом. Кто еще не брал, поделитесь, пожалуйста, мясо катрановой акулы. Обращайте внимание, что в море никаких кораблей нет, а в ночи в море все в прожекторах. Это как раз рыболовецкие судна, которые занимаются промыслом. Значит, в мире всего несколько стран, где акулы производится. Это Япония, это Китай, Хайнань. Хайнань занимает первое место по экологии, второе место в мире после Кубы. Норвегия, Германия, Австрия. То есть вот в этих вот странах можно приобрести акулы. Единственное, что никуда у них экспортируется. Сквален. Это вещество сквален, оно усиливает работу печени. Вот эти чашки по химическому составу, это холестерол, это плотные жиры, сделаны в специальных лабораториях и пенопласт. А то был такой момент, что мужчины не допоняли, они пришли в отель, купили лапшу, вот, и на этой чашке из-под лапши делали опыт. Извините, у нас в сосудах не пенопласт, у нас в сосудах холестерол. Когда я сюда пришла работать в 2009 году, тогда первоначальный опыт показывали совсем другой. Мы брали маленький кусочек свиного сала, на него выдавливали акулий жир, на опыт уходило где-то 2,5-3 часа, и вот за это время уже нужно было увидеть, как этот кусочек сала начинал истончаться. То есть о чем это говорит, что акулий жир важен людям, у которых есть жировой гепатоз. И вы знаете, что такое жировой гепатоз? Это же не просто сверху на печени жир, да? Это каждая клеточка уже значит, каждая клеточка печени. Интересно, можно будет подойти посмотреть, это омега. Противное, помните наше детство, ложками пили, это акулий жир, маленькая прозрачная, при вас скрываем, маленькая, ну, удаленькая дырочка, и есть сквален. Так как сквален вступает в связь с молекулами воды, поэтому для опыта беру вода горячая, школьный курс химии. Чем выше температура, тем быстрее протекание реакции. Кому надо в шоке? Вода горячая. Кому интересно, можно, пожалуйста, подойти посмотреть. В эту чашку наливаю просто вода. Это контрольная чашка. Это омега, которую мы годами с вами употребляем. Это акулий жир. Слышите шипение, выделение кислорода на стену, посмотрите. Проверяли вы? Соль мочевую кислоту. Просто у вас внимание обратите, да, что есть нарушение двух основных фильтров печени и почек, поэтому внимание. Акулий жир обязательно у вас. И 20 лет у вас уже давление, да, высокое. У всех. Вот и все в этом возрасте. Это Покажи мне человека, у по которого... сосудам вот определили. Только где Вов твой, где мой, мы не знаем. Ни волосы не высыхают, ничего, все полностью мокрое. И, конечно, бетонные стены не высохли. Сами по себе это было невозможно. В итоге они покрылись плесенью, черная плесень, коррозия, а после плесени дали трещины. Долго вас мучить не буду. На сегодняшний день эти здания признаны аварийными. В свое время это был самый дорогой отельный комплекс на острове. Сегодня же это просто огромные махины, которые будут китайцы сносить. Пока ничего не понятно, да, уже на протяжении 3 лет идут суды, мы этим не занимаемся на острове. Потому что очень сильно загрязняет окружающую среду, а повестка нашего острова – это в первую очередь экология.
Законы невероятно строгие. У правительства прямо пунктик на этом, что все должно быть чисто. Воздух, почва, вода, все. И благодаря этим строгим законам мы гордимся тем фактом, что нужными изделиями. Мы с вами сейчас, пожалуйста, выходим. Тяжелые вещи оставляйте в авто. Вот. Да, жарень. Сейчас пик. Так, звезд тут нету никаких военных. А, я думала, мы едем. Мы идем. Может вливаться чуть позже. Сейчас нам подойдет сотрудница памяти и проведет вам экскурсию. Расскажет историю шелкового пути, через какие страны проходил, да, покажет нам образцы шелка материкового Китая и нашего местного императорства. Это трудовой день из шелкопряда выбирайте большой кокос, маленький коконы. Большой коконы нужно проварить. Проварить на 90 минут, получается такая мягкая коконы. Мягкая коконы все лучину открыть, футрилить очень длинный. Но посмотрите, такой ткани получали, потом нужно 4 человека стоит вместе, ручную насаживать 4 гаджера. 4 гаджера все ручную шьют. Поэтому на третий гаджера обязательно все по весу продать не по размеру. Если вам на улицу и по магазину, посмотрите, девушка, да, посмотрите. Хороший шелк называется очень длинный, как паутина, как сетка. Хороший шелк гаджера называется очень длинный. Ну, если вам надо шелк короткий, это не надо шелк. Стопорный шелк гаджера сама регулируется температура. На зиму очень теплый, на лето очень прохладный. Сейчас светочка самый хороший отель. Там отель заказать наша товара. Это отель подушка, спать очень удобный. Да. Ну, у нас фабрика готовит один. Отгадай, что это за заведение? Макдак. Правильно, а как ты узнал? Зашли в Макдональдс, вот сейчас будем заказывать. Ой, Масы, Аня, стой, стой, стой. Почему так плохо? Мне помада. Все, наша экскурсия закончилась. Осторожно мчаться. Говорит, я хочу огурцы. Ну вот, мы взяли огурцы. Придется нам троим есть. А это я взяла одну лепешку сырную. Тоже на всех получается. А чай здесь наливают всегда. Пельмени, порции. Опять огромные. Я же говорила взять одну на троих. Нет, все пожадничали. Вон, Хуалюкс, вот этот. Вот наш Holiday. С дороги его совсем не видно. Неприметный такой. Вон, Holiday Inn. Оп-оп. Это мы с задней стороны заходим. Главный вход у нее вот там, вот объехать надо. Трам-та-та-там-там-там. У нас с Анюткой зонтики. Но они не от дождя, а от солнца. У нас у каждого зонт. 3 зонта. О. И панамку не надо одевать. Зонт раскрыл и пошел. Очень удобная штука. Зонтики выдают в отеле. Идем мы на пляж. Это у нас второй выход. Где-то вот тут мы, да, были?
Правее немножечко. Так, время 18:00. Всем говорят, выходите из моря. И вот смотрите, как все дружненько выходят из моря. Вон все дружненько все выходят. Вот. Но тут как происходит? Они все выйдут, а все, кто на пляже работает, они тоже уходят, все, домой. И потом люди продолжают дальше плавать. Катерок сюда, мне кажется, идет, да? Вот тот еще. Так, ну вот, почти уже все вышли. Люди приготовили, ждут, когда полиция уйдет, чтобы обратно прибежать. А у вас больше 6 кораблей не плавают? Не знаю. Как интересно, деревья растут, поверхностные корни. Ой, какие красивые. О, люкс. Ой, Аня, посмотри, какие яркие цветочки. Я что-то их не замечала. Ну-ка. Мягенькие. Господи, это что за красота? Что не дерево, то красота. Неземная. Боже, это что это такое за красота-то? Все цветет, все благоухает. А это что? То же самое, только маленькие, что ли, не пойму. Ой, господи, малышечки только. Что это такое-то? Может, конечно, и другие, не пойму. Джунгли. Мы идем в бассейн, Сонечка. Такой у нас прекрасный вид. Бассейн. А бассейн вообще с горячей водой. Просто кипяток. Вода кипяток. Что за рында? Куда зовут? Обрыв. Сейчас мы обрыв покажем. Оп, 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 оп. Где там рыбак-то? А где ты его видишь? А, не видно, да, отсюда? Тут рыбак? А, вот. Он сетку, кстати, натягивает. Уже вторую пошел. Вот, натягивает сетку, вторую уже. И он не один здесь. То есть, а, кстати, он может уже даже не вторую, а еще больше, да, натягивает, потому что вторую только видим. А один вот там вот еще. Вот один натягивал отсюда до сюда, а этот товарищ первый отсюда до вот до сюда. Поняла? Да, поняла, я поняла. Нам уже все. Какая вода горячая вообще. Хочу показать,
Нам тут воды добавляют бесконечно много, хоть мы и купили 5, но нам бесконечно еще добавляют. И еще нам все время пополняет бар пивом и водичку тоже в холодильник ставят. И еще натурально вот. Давай, неси банку пива, будешь добавить. А тут они разные, Вов. Или одинаковые. Будем пробовать. Это мой кокос тиражный. Взяли Аленка, будем угощать. Ну, гида нашего Дениса угостим 100%. И еще подумаем, кого. Опять сделала стирку. Сразу сушку. Все. У меня все готово. Несу домой. Так, 3-й этаж. Все совершенно сухое.